Вокруг назначенного в Гагаузии на 2 февраля референдума все больше кипят страсти. С одной стороны, звучат мнения о том, что политические лидеры Гагаузии пытаются дестабилизировать политическую ситуацию в стране путем организации местного референдума. А сама организация референдума рассматривается как попытка игнорировать законы государства. С другой стороны, политики считают, что день 2 февраля может стать днем начала заложения реальной демократии в Республике Молдова. Нет единого мнения также и в рядах руководства автономии. Довели чаяние народа до высшего руководства нашего государства, за которое мы бьемся за его целостность. Мы хотим проконсультироваться со своими гражданами и представить вам мнение граждан, чтобы они высказали свое отношение как к таможенному союзу, так и к отложенному статусу, который сегодня нас беспокоит. Сегодня есть очень много вопросов, на которые мы не получили ответы. Если он состоится, потому что, согласитесь, сложная сейчас зима, сейчас говорят, будет, синоптики предсказывают, что будет очень холодно, вытащить 50+1, чтобы этот референдум состоялся, достаточно сложно. Потому что активность людей, люди власти не верят. До дня референдума осталось 8 дней, а порог выхода избирателей остался неизменным – 50+1. Но однозначно могу сказать, что процедура вступления в силу нормативных актов, принимаемых Народным собранием Гагаузии, в том числе и изменение процентного соотношения участвовавших в референдуме для того, чтобы признать его состоявшимся, она должна пройти через промульгацию закона Башканом Гагаузии. Башкану Гагаузии дается на это 10 дней. Если Башкан сочтет нужным согласиться с теми изменениями, он его подпишет. Если нет, Башкан его не подписывает, возвращает обратно, и понадобится преодолеть вето Башкана 2/3 голосов. Ажиотаж вокруг референдума стал вызывать сомнения у граждан. Действительно ли власти заинтересованы в его проведении, или это мастерски разыгрываемая пьеса?